Крупы, городнина, садовина и ягоды. Сбалансированный рацион, как основа здоровья человека. В принципе, надо вести здоровый образ жизни. Но не всегда получается исполнять у меня. Пытаюсь, но не всегда получается. Дело в том, что не всегда можно соблюдать это здоровое питание. Мне кажется, со спортом будет попроще. Не все люди могут сейчас питаться здоровыми продуктами, потому что сейчас эти продукты стоят дороже, мне кажется, чем то, что употребляет большинство населения. Диета постоянная, тоже сижу на диетах часто. После 6 лучше не есть, и все будет нормально. Доживешь до 30 лет, и все. Если не будешь правильно питаться, спортом заниматься не будешь. После 30 лет жизнь будет закончена практически. Чем лучше питаемся, занимаемся спортом, значит будем здоровыми, жить долго, счастливо. Вучоныя подлічылі, каб задаволіць патрэбы арганізма, трэба спажываць каля 100 відаў расліннай прадукцыі. У летні сезон папоўніць запас вітамінаў і неабходных элементаў чалавеку дапамагае сама прырода. Спецыялісты кажуць, садавіна і гародніна павінна складаць каля 80% дзённага рацыёна. Неправильное питание является причиной 50% заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета второго типа и 40-60% раковых заболеваний некоторой локализации. Ситуация немножко улучшилась, да? И люди стали более внимательно относиться к составлению своего рациона питания. Например, нерегулярно питается только примерно 5% населения, как они отмечают. Не толькі збалансаваны, але і бяспечны. Спецыялісты аддзялення гігіены харчавання з пачатку года наведалі больш за 2000 аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання. В республике разработана система государственного контроля качества и безопасности пищевых продуктов, устанавливающая гигиенические требования к безопасности пищевой продукции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий на сегодня еще выявляется высокий процент нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Сярод распаўсюджаных парушэнняў – нездавальняючы санітарны стан памяшканняў і абсталяванняў, рэалізацыя пратэрмінаваных прадуктаў, парушэнне ўмоў захоўвання прадукцыі. По выявленных фактах специалисты санитарных служб вынесли 139 прадпісанняў ад прыпынення дзейнасці і каля 800 аб ліквідацыі парушэнняў. Складзена каля 900 постанов об административных правопорушениях. Следует отметить, что уже по ряду нарушений, которые выявлялись раньше, у нас идет хорошая положительная динамика к снижению. Это свидетельствует, наверное, и о том, что и более добросовестными становятся субъекты хозяйствования. Быць здаровым не так і складана, гавораць дыетолагі. Дастаткова прыкладаць мінімальныя намаганні. Да прыкладу, звяртаць увагу на этыкеткі і склад прадуктаў, якія купляеш. Меры простыя, але дзейсныя. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».